والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху та'аля, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-бакияту салихату ла илляха илляллах, ва субханаллах, валлаху акбар, вальхамдулиллах, ва ла хавля ва ла куввата илля биллах». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: остающиеся, постоянные, благие слова — это ля илляха илляллах, ва субханаллах, валлаху акбар, вальхамдулиллах, ва ла хавля ва ла куввата илля биллах. Говорит Ибн Хаджар, Ан-Насаи, он, который привел этот хадис, Ибн Хиббан аль-Хаким сказали, что хадис достоверный. Итак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: аль-бакияту салихат. Аль-бакияту салихат. Что такое аль-бакияту салихат? Аль-бакият, то есть то, что остается, то, что не исчезает, аль-бакият. Ас-салихат, то есть благие, прекрасные. Что же это за такое вот это прекрасное, благое, которое остается, и потом перечисляются вот эти слова здесь. Хорошо? Какие? Ля илляха илляллах, субханаллах, альхамдулиллах, ла хавля ва ла куввата илля биллах и так далее. Как будто бы этот хадис является тафсиром аята из суры Пещера, из суры Аль-Каф. Помните, Аллах субхану тааля говорит в суре Аль-Каф: «Аль-бакияту салихату хайрун». Аль-бакияту салихат, то есть постоянные, какие? Благие. Аль-бакияту салихат. Хайрун инда раббика савабан, ва хайрун амаля. Лучше твоего Господа по награде и лучше для надежды. Итак, в этом аяте сказано про бакияту салихат, которые у Аллаха, они лучше по своей награде, лучше, на что можно надеяться. Лучшее, на что можно надеяться. А что это за бакияту салихат? Благое, постоянное. Что это? Пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе дает что? Тафсир этого, разъяснение этого. Итак, два качества. Аль-бакият ас-салихат. Аль-бакият, что это? То, что противоположно фани. Фани, что такое фани? То, что бренное, то, что исчезает. Аль-бакият, то, что остается. Дальше, второе качество — салих, салихат. Это что? Самые лучшие слова, самые благие слова. Какие слова это? Ля илляха илляллах. Ля илляха илляллах. Первое. Дальше что сказано здесь? Субханаллах. Дальше Аллаху акбар. Дальше альхамдулиллах. Дальше ля хавля ва ла куввата илля биллах. Что такое ля илляха илляллах? Мы об этом говорили много раз. Об этом нужно говорить всегда. Все люди должны понимать значение этих слов. Что значит эти слова? Аминь. Нет божества истинного, достойного поклонения, кроме Аллаха. Да, нет божества истинного, достойного поклонения. Нет истинного Бога. Хорошо, кому поклоняются, кому направляют свои поклонения сердца, языка и органов, который действительно достоин поклонения, кроме Аллаха субхану тааля. Есть истинный Бог один, Аллах, все остальные боги, которым поклоняются люди, божества, это божества ложные. Это смысл ля илляха илляллах. Великие слова, которые, если положить на одну чашу весов, а на другие положить небеса и земли со всеми обитателями их, то эти слова, ля илляха илляллах, перевесят. Представьте величие этих слов. Поэтому эти слова, те слова, через которые, произнося которые, человек входит в спасение, в круг спасенных, в число мусульман, предавшихся Аллаху субхану тааля. И эти слова, если человек произносит их последними, уходя из этого мира, тогда этот человек входит в рай. Дальше, субханаллах. Субханаллах, мы сами говорили, что такое субханаллах. Что такое субханаллах? Что это субханаллах? Аллах далек от всех недостатков. Аллах далек от всех недостатков. Аллаху акбар. Что такое Аллаху акбар? Кабир, то есть большой, великий. Аллаху акбар, Аллах самый великий. Аллах самый великий сущностью своей. Сам Аллах субхану тааля самый великий сущностью своей. Поэтому сказано в хадисе, что все небеса и земля, то есть все, что есть из сотворенного, сказано в ладони, в руке Ар-Рахман, в руке всемилостивого Аллаха, как горчичное зерно в руке кого-либо из нас. То есть ничтожный. Они ничтожны в
В сравнении с Аллахом, субхану ва тааля, это указано то, что сам Аллах, Он кабир, Он большой, Он великий, самый великий, сущностью своей. Дальше Аллах, субхану ва тааля, самый великий в господстве своем. Хорошо? В господстве своем, субхану ва тааля. Господство – это что? Сотворение всего, управление всего, владение всем. Аллах самый великий. Дальше Аллаху Акбар в чем? Улухия, в достопоклоняемости, в божественности. Он единственный, который заслуживает поклонения, обожествления. Дальше Аллаху Акбар фи сифати. Аллах самый великий в своих атрибутах, качествах и атрибутах своих. А это значит, что Аллах субхану тааля самый великий в своем знании, самый великий в своем могуществе, самый великий в своей власти, самый великий в своем управлении, в своих решениях, во всем, во всех атрибутах. Аллах субхану тааля самый великий. И еще Аллах самый великий в своем предопределении. Хорошо? В своих решениях, как касающихся шариата, так касающихся что? Того, что происходит в мироздании. Итак, когда мы говорим Аллаху Акбар, Аллах самый великий в чем? Нужно запомнить. Первое. Сам Аллах по сущности своей самый великий, большой, самый великий Аллах субхану тааля. Дальше. Второе. В господстве своем Аллах субхану тааля, в рубубия, самый великий. Дальше. В божественности своей, достопоклоняемости самый великий. Дальше. В атрибутах своих самый великий. И в решениях, в предопределении чего? В установлении как шариатских хукмов, шариатских установлениях, да? Так и в установлениях и решениях его мирозданий самый великий Аллах субхану тааля. Дальше следующее слово здесь какое? Альхамдулилля. Альхамдулилля, мы с вами говорили, что такое хамд. Хамд – это описание кого-то качествами совершенства, как с любовью и возвеличиванием добровольно. Вот это аль-хамд. Еще раз. Описание кого-то качествами совершенства, прекрасными качествами, с любовью и возвеличиванием, как? Добровольно. Вот это аль-хамд. Почему здесь не сказано хамд, а сказано аль-хамд? Что аль вот это означает здесь? Аль, говорят арабы, лили истиграк. Истиграк, то есть то, что по-русски называется все. Вся хвала. Абсолютно вся хвала принадлежит Аллаху субхану ва тааля. Понятно? Вся хвала. Аль-хамд, то есть вся хвала. Объемлет весь хамд. Дальше. Аль-хамду лилля. Лилля. Вот это ли, лям. Вот это. Что она означает? Два значения. Два значения. Аль-истихкак и ихтисас. Что это такое? Истихкак, то есть заслуживает Аллах этого. Всей хвалы заслуживает только Аллах. Да, кто-то что-то делает хорошее, у кого-то есть какие-то хорошие качества, какую-то похвалу заслуживает. Но никто не заслуживает аль-хамд. Ты можешь заслужить какой-то хамд. Хорошо, какую-то похвалу, может быть. Но аль-хамд заслуживает только Аллах субхану ва тааля. Абсолютной похвалы, всей похвалы. Хорошо, это истихкак. То есть заслуживает только Аллах. Что указывает на заслугу, что только Аллах заслуживает. Дальше ихтисас принадлежит. Принадлежность, особая принадлежность только Аллаху. Присуща только Аллаху субхану ва тааля аль-хамд. Особо принадлежит, особо присуща только Аллаху аль-хамд. Понятно, что такое аль-лям, вот это лилля? Так, когда мы говорим альхамдулилля, вся, абсолютно вся хвала присуща Аллаху, и ее заслуживает только Он. Понятно? Присуще принадлежит только Аллаху, и ее заслуживает только Он. Понятно значение? Или не очень? Понятно, Айдер? Еще раз. Хорошо. Хамд что такое? Хамд что такое? Описание кого-то качествами совершенства с любовью возвеличивания. Да? Аль-хамд. Почему аль? Указано то, что вся хвала абсолютно. Абсолютная хвала. Хорошо. Лилля, ли, что значит? Значит, принадлежит, присуща только Аллаху. Или же означает, также означает, что заслуживает ее только Аллах. Понятно? Она принадлежит только Аллаху и заслуживает ее только Аллах. Понятно? Ихтисас и истихкак. И дальше какие слова здесь? Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Нет мощи, нет силы, иначе как с Аллахом. Или другое понимание, иначе как у Аллаха.
И то, и другое понимание правильное. Что такое ля хауля? Вот это ля называется нафия лиль джинс в арабском языке. Ля, то есть полное отрицание, касается всего. Хорошо? Касается всего. То есть вообще вся мощь, весь хауль, только у кого? У Аллаха. Ля кува, вся кува у кого? У Аллаха субхану тааля. Ни у кого больше что? Нет хауль и кува. Что такое хауль теперь? Что это мощь? Хауль это значит от глагола хавваля переводить. Это переведение чего-то из одного состояния в другое состояние. Это переход чего-то из одного состояния в другое состояние. Кто может это сделать? Перевести что-то из одного состояния в другое состояние? Только Аллах субхану ва тааля. Если у кого-то беда, горе, затруднительное положение, кто может перевести эту беду, это горе, это затруднительное положение в счастье, в облегчение, в легкость? Кто? Аллах субхану ва тааля. Понятно? То есть иститаа, способность, могущество, это у кого? Мощь у Аллаха субхану ва тааля. Переведение из одного состояния в другое, чего-то в другое, только Аллах субхану ва тааля. Нет могущества, нет силы, иначе как у Аллаха. Кто может переводить вещи из одного состояния в другое? Аллах субхану ва тааля. Никто другой не может. Хорошо? Или сказано иначе, как мы сказали, билля, иначе как с Аллахом. Иначе как с Аллахом. То есть ты сможешь что-то изменить. Хорошо? Ты сможешь что-то сделать, если только тебе будет помогать Аллах субхану ва тааля. Потому что на самом деле твои силы, да, у человека есть сила своя, у человека есть что свое? Своя способность, у человека есть своя воля. Хорошо? Но все это в рамках силы, могущества Аллаха субхану ва тааля. Ты что-то сможешь сделать, если только того пожелает Аллах субхану ва тааля. Только при помощи Аллаха субхану ва тааля, если тебе поможет Всевышний. Поэтому вот эти слова «ля хавля ва ля куввата илля билля», они являются как бы отречением человека от чего? От того, чтобы полагаться на какую-то свою силу или на какую-то свою мощь. Хорошо? Признание того, что вся мощь и вся сила принадлежит Аллаху субхану ва тааля. Он распоряжается этим. Он распоряжается переведением вещей из одного состояния в другое, состояние одного в другое. Он распоряжается всей силой, у него все это. Хорошо? Ты же сможешь сделать это только при помощи Аллаха субхану ва тааля. Поэтому эти слова это отречение от своей силы, от своего могущества. Хорошо? Признание силы и могущества за Аллахом субхану ва тааля. При поручении ему этого. Хорошо? И при поручении своих дел ему субхану ва тааля. Такие великие слова. Поэтому эти слова произносятся когда? Очень часто. Их, конечно, можно произносить всегда. Потому что, как мы потом узнаем о достоинствах этих слов далее, у них большое достоинство этих слов. Но когда особо произносятся эти слова? Как вы думаете? Когда у человека есть какая-то проблема, какая-то сложность, когда перед ним стоит какая-то трудность. Хорошо? Тогда человек говорит «ля хауля ва ля куввата илля билля», то есть хаули, кува, сила, могущество, только как с Аллахом субхану ва тааля. Эти слова подразумевают истиана, то есть обращение за помощью к Аллаху субхану ва тааля, к его мощи, к его силе. Некоторые люди произносят эти слова, когда случается у них горе какое-то, иногда можно слышать так. Правильно или нет? Конечно, правильнее, когда случается несчастье, произносить что? Истирджа. Что такое истирджа? Инна лилля ва инна илейхи раджиун. Поистине принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Некоторые люди говорят эти слова, можно ли порицать их за это? Можем сказать, что какое-то основание есть для этого. Какое основание? Человек просит у Аллаха помощи в чем? В терпении. Хорошо, потому что нужно вытерпеть это. И человек просит у Аллаха помощи в этом терпении. Когда произносятся эти слова еще, кто знает? По сунне пророка алейхиссалату. Когда произносятся эти слова еще? Когда муаззин говорит «Хайя аля ссалах, хайя аля фалах», спешите к намазу, спешите к счастью. И при этом произносятся эти слова «Ля хавля ва ля куввата илля билля», нет мощи и силы иначе, как с Аллахом. Почему? Потому что тебя зовет муаззин к приходу в мечеть, к совершению намаза и потом обретению через это
счастья. Но ты сможешь это сделать, прийти в мечеть, совершить намаз, если тебе не поможет Аллах своей мощью, своей силой. Нет, не сможешь. Кто сможет перевести тебя из состояния этого, когда ты сидишь дома, перевести тебя в состояние, что ты будешь в мечети и совершать намаз будешь? Аллах субхану ва тааля. Поэтому ты говоришь: ля хауля ва ля куввата илля биллах. То есть я все это смогу сделать, если только поможет мне Аллах своей силой, своим могуществом. Представьте мудрость сунной. Может быть, кто-то не задумался, почему нужно говорить, когда говорит муаззин хайя аля ссаля, слова ля хауля ва ля куввата илля биллах. Почему не что-то другое? Этот хадис побуждает нас к чему? Произнесению вот этих вот зикров. Каких слов? Еще раз. Ля иляха илляллах. Дальше. Субханаллах. Дальше. Аллаху акбар. Дальше. Альхамдулилля. Дальше. Ля хауля ва ля куввата илля биллах. Является ли условием произнесения этих слов вот так вместе, как в этом хадисе сказано? Обязательно так вот подряд вместе? Нет. Нет. Потому что Пророк ﷺ не сказал, что аль-бакияту салихат — это сказать тобой следующее. Он так не сказал. Он сказал: бакияту салихат — это и то, и то, и то, и то. Все эти слова относятся к бакияту салихат. Хорошо, словам, остающимся постоянно, и благим словам. Поэтому не обязательно их произносить вместе. Одно скажешь, потом когда-то другое скажешь. Хорошо, главное, чтобы произносить побольше вот эти вот слова. Дальше хадис указывает нам на такой важный вывод, братья, что с человеком остаются навсегда только его праведные деяния и больше ничего. Ни имущество, ни дети, ни семья, ничего. Это имущество, оно может остаться с тобой навсегда только в каком смысле? Если ты используешь его для достижения довольства Аллаха субхану ва тааля, тогда только. Хорошо? А так, все это бренно, все это тленно, поэтому нужно думать о том, чтобы запастись вот этим вот аль-бакияту салихат. Не терять время. Не терять время много на разные развлечения, на интернет, на телевидение, на прогулки и на прочее, на бесполезные беседы. Ну, многие из тех, кто здесь сидит, когда им говоришь: ваша жизнь уже половина ее прошла, люди удивляются: как половина? Почему говорите половина? Может быть, я проживу долго. Кто сказал тебе, что ты проживешь долго? Эта умма живет обычно сколько? 60-70 лет, так обычно. Если тебе уже под 40, если тебе за 30, чего ты еще откладываешь? Чего ждешь ты еще? Дальше. Очень важный вывод, что Коран толкуется сунной. Вообще толкование Корана, тафсир Корана бывает следующих уровней. Тафсир Корана Кораном, первый уровень. Второе — тафсир Корана сунной. Дальше тафсир Корана с подвижниками. Дальше тафсир Корана имамами, из числа табиинов и потом последователей табиинов. Хорошо? Это уровни тафсира Корана. Самый высокий уровень тафсира — это тафсир Корана Кораном. Например, Аллах субхану ва тааля говорит: аль-кари'а, маль-кари'а, ва ма адрака маль-кари'а. Аль-кари'а — великое бедствие. Что такое великое бедствие? Что тебе даст знать, что такое великое бедствие? Евма якумун нас, а это тот день, когда люди будут. И дальше Аллах субхану ва тааля разъясняет, дает тафсир, что такое великое бедствие, аль-кари'а. Хорошо, что это судный день. Так много, на самом деле, тафсир Корана Кораном. Тафсир пророка, алейхиссалату вассалям, в данном случае, аль-бакияту салихат, это где? В суре пещера. Аль-Каф, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, здесь разъясняет. Аль-бакияту салихат, это, и потом что? Приводятся вот эти вот слова. И еще пример тафсира сунной Корана. Сура Ан'ам, Аллах говорит в своей книге: «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизульм, улайкум ам ва хум мухтадун». Как сподвижники вспомнили. Машаллах, табаракаллах, ахсант, машаллах. Все, джазакаллах, прекрасно, прекрасно. Правильно, это тафсир аяты суры Ан'ам. «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизульм». Те, которые уверовали и не облекли свою веру в беззаконие, в зулм. Хорошо? Что им будет безопасно, что они будут следовать верным путем. Да, сподвижники, когда услышали это, сказали: как кто из нас вообще не делает какой-то хотя бы зулм, все делают. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал им тафсир, что речь идет здесь о каком беззаконии? О ширке. Это тафсир Корана сунна. Еще лиллазина ахсануль хусна ва зияда. Тем, которые совершали благое, им наилучшее, то есть рай, ва зияда, и добавка. Что за добавка? Пророк сказал, что речь идет о лицезрении Аллаха субхану ва тааля верующими в раю. Это самый высокий вид наслаждения.
Дальше. Следующий вывод из этого хадиса, то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он есть единственный достопоклоняемый истинный Бог. И все поклонение принадлежит только Ему. И все дуа и мольбы обращаются только к Нему. И все другие виды поклонения только к Нему. Откуда мы взяли этот вывод? Из слов «Ля иляха илля-Аллах». Дальше утверждение в этом хадисе того, что Аллах Субхану ва Тааля далек от всех недостатков, от всех пороков. В каких словах? Субханаллах. Утверждение того, что Аллаху Субхану ва Тааля принадлежит все совершенство и все достоинства. В каких словах? Альхамдулилля. Того, что Аллах Субхану ва Тааля принадлежит все величие, Аллах самый великий во всем, и в господстве, и в божественности, и в сущности своих атрибутах. В каких словах? Аллаху Акбар. Другой из этого хадиса. Хадис побуждает нас к чему? К тому, чтобы припоручить дела свои Аллаху Субхану ва Тааля, уповать на Его помощь, признание того, что сила и мощь принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля, и что-то можно сделать только с Его помощью, это в словах «Ля хавля ва ля куввата илля билляхи аль-алиyyил азим». И здесь признание чего? Такого атрибута Аллаха, как кудра и кува, да, могущество и сила. И что нужно прибегать по всем нуждам только к Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше очень важный вывод также. Посмотрите, аль-бакияту салиха сказано, да, постоянные, праведные. И перечисляются только вот эти слова. А кто-то спросит, а что намаз это не аль-бакияту салихат? Не деяния, которые остаются на постоянно, и они благие. Что мы скажем? Да, но почему в хадисе же нет этого? Что мы скажем? Потому что хадис приводит просто пример некоторых аль-бакияту салихат. Хорошо? Постоянных, праведных, благих деяний. Не значит, что их всего столько. Конечно, безусловно, намаз тоже входит туда. А еще как можно сказать? А намаз разве это не тасбих? Разве намаз не включает в себя и альхамд, и тасбих, и такбир, Аллаху Акбар, и субханаллах? А? Конечно же включает. Закат. Закат аль-бакияту салихат или нет? А? Да. Да. Почему? А в хадисе же нет. Потому что хадис лишь приводит, что примеры не ограничивает все бакияту салихат. Это первый ответ. Второй ответ. Человек, который дает закат. Ну, так человек устроен, что он любит деньги, любит имущество. Если он отрывает это и дает ради Аллаха Субхану ва Тааля, это на что указывает? На то, что значит он признает в своем сердце и исповедует, что «Ля иляха илля-Аллах». Поэтому бакияту салихат, конечно. То есть вся религия, она так или иначе возвращается к этим вот словам, которые перечислены в этом хадисе. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.